Мозг – это тоже мышца, его тоже можно прокачать. Для этого нужно заниматься спортом, и я подскажу, каким. В Республиканском музее боевой славы проходит 5-й открытый детский шахматный турнир. Здесь мальчишки и девчонки разного возраста, и даже есть взрослые. Каждый соревнуется со своей категорией. Кто-то из этих ребят посещает специальные шахматные клубы, а кто-то из них просто играет у себя дома. У каждого свой путь, но цель одна. Даша, за что тебе дали 2 кубка? Один мне дали за то, что я заняла 3-е место, а второй то, что я очень много участвовала в этом турнире. Почему ты участвуешь в таких турнирах? В таких турнирах ты больше получаешь опыта, ты играешь с сильными соперниками, а также получаешь кубки. Турнир проводится по швейцарской системе в 5 туров. Это значит, что пары определяются в первом туре по жеребию, в остальных последующих по рейтингу. Каждому достается соперник с примерно такими же силами. Победа дается непросто. Гриша, как прошла твоя игра? В игре все понравилось, игроки сильные, но в некоторых ходах они ошибались, к примеру, ферзя просто так отдавали или ходили, несмотря на игру. Как попасть на такой же шахматный турнир? Вообще, я сначала играл с братом и увлекался шахматными, потом родители и многие друзья мои начали меня приглашать на разные шахматные турниры. Турнир неспроста проходит в Музее боевой славы. Он является ведущим музеем республики по патриотическому воспитанию. А как известно, шахматы – это вид спорта, в котором особенно сильна наша страна. Такую традицию нужно поддерживать и не терять свои позиции на мировой спортивной арене. Шахматы – это не просто спорт, но и в первую очередь преодоление себя. Ведь часами сидеть над доской и продумывать свои решения на несколько шагов вперед – колоссальный труд. Вы бы так смогли? Гилева Лада, Розалия Тукаева специально для Горы новостей.